История шахмат, как одной из известных в мире настольных игр, насчитывает значительное время, примерно чуть больше 1500 лет. Сейчас в шахматы играют и даже соревнуются по всему миру, в том числе и в Якутии, в которую первую доску с фигурами по одной из теорий привезли казаки в 17 веке. Во второй половине 80-х годов, а точнее 86 по 92 год, экспедиция Якутского университета в Среднеколымском районе провела раскопки, и там она нашла более 300 шахматных фигур на месте бывшего Алазейского острога, построенного казаками в 1642 году. И получается, что эти шахматные фигуры были где-то конца этого 17 века. В те времена шахматы не были распространены среди народа. По большей части они были уделом богатых и знатных людей, среди которых в Якутии были и ссыльные. Так продолжалось до начала Октябрьской революции и установления советской власти. Шахматы у нас появились как раз век назад при появлении советской власти. Советская власть, кстати, поддержала шахматы. И шахматы сделала для своей организации, чтобы все профсоюзные организации, там, партийные организации в клубах создавали шахматные секции. В 1924 году началась массовая запись в кружки, а также закупка шахматных наборов. Ведущими центрами шахматного спорта в регионе стали такие города, как Якутск и Вилюйск. Так, одним из основателей двух центральных кружков стал Староватов Николай Петрович, в 1925 году обыгравший чемпиона Иркутской области. И еще он организовал матч Иркутск и Вилюйск. Вилюйские шахматисты приехали здесь и на 10 досках, как говорится, сыграли. И счет был равный. В воскресенье 1 августа, потом на следующий день, по идее, должен был состояться решающая встреча, но вилюйчане уехали домой. В это время еще проводился первый турнир вообще по шахматам. Это турнир города Якутска. Он начался 18 июля вот этого 26 года. И получается, что этот день 18 июля, можно считать, что это день якутских шахмат. Развитие шахматного спорта в республике проходило небольшими скачками. До начала Великой Отечественной войны прошло еще несколько местных соревнований и чемпионатов регионального уровня. В послевоенные годы, в середине 50-х годов, якутские шахматисты показывали высокие результаты и выигрывали на соревнованиях Дальнего Востока и даже РСФСР среди сельских шахматистов. В советское время у нас только было 2 мастера. И тогда же еще было трудно выполнять норму мастера. Надо там играть на выезде или приглашать из-за пределов республики. И кандидата выполнять тоже было сложно. И кандидаты мастера тоже там же на выездах. В конце 90-х федерация пересмотрела там план работы и так далее. Вот тогда у нас появились и следующие мастера. У нас еще в конце 89 году и середине 80-х годов Сергей Николаев, он из Якутии стал 3-м мастером спорта СССР. Он на выезде выполнил. И потом он еще в 1989 году в Венгрии выиграл международный турнир и стал первым и единственным международным мастером по шахматам. К вековому юбилею шахматного движения в Якутии прошел 4-й Кубок главы по шахматам. Он же состоял из 4 этапов всероссийских соревнований – Блиц, Рапид, турнир по решению шахматных композиций и Кубок России по шахматам среди мужчин. Так, в последнем в борьбу за престижный трофей выступили 58 участников из 12 регионов страны, включая Москву, Бурятию, Новосибирскую и Свердловскую области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Даем старт
главному нашему турниру, который пройдет в течение 6 дней здесь, в стенах Национального художественного музея. Это турнир уже по классическим шахматам, то есть контроль будет уже по 1,5 часа каждому игроку на партию, то есть партии будут длиться 3 и более часов, поскольку еще идет добавление времени 30 секунд после каждого хода. 3-й год подряд на Кубке главы Республики Саха-Якутия применяем так называемый бакинский метод жеребьевки. Вот. Для чего? Для того, чтобы шахматисты Якутии непосредственно имели возможность выполнить норму мастера спорта России. Соревнования объединили десятки титулованных спортсменов со всей страны, среди которых 6 гроссмейстеров, 2 международных мастера и 5 мастеров ФИДЕ. Несмотря на сильный состав участников, побороться за победу были готовы как опытные гроссмейстеры, так и амбициозные представители якутской шахматной школы. Конечно же, я постараюсь на максимум для того, чтобы показать достойный результат, потому что состав здесь довольно сильный. Успехи якутских шахматистов на международной арене подтверждает высокий уровень подготовки. Участница Кубка главы Арина Васильева одержала убедительную победу над московским гроссмейстером Владимиром Захарцевым. Отметим, что Арина является воспитанницей гроссмейстерской школы Якутии, которая открылась на базе Малой академии наук республики. И уже в 2025 году она выполнила гроссмейстерскую норму и завоевала звание женского мастера ФИДЕ. Это 3-е по значимости пожизненное звание, присуждаемое Международной шахматной федерацией. Безусловно, это большой успех, это основа, то, что вот гроссмейстерская школа двигается в правильном направлении. И я очень рада, что вот все идет так. Спустя день были подведены итоги всероссийских соревнований по быстрым шахматам. Состязания собрали 107 участников из 12 регионов России. Из них 6 международные гроссмейстеры. В первую очередь этот турнир дает очень много молодым якутским спортсменам. По сравнению с прошлым годом видно, что все дети, которые 2 года назад еще были неокрепшие, сейчас заметно выросли и могут показать свой класс на практически всех участниках. Всего программа Кубка главы в республике по шахматам растянулась почти на неделю, а турниры проходили сразу на нескольких площадках, в том числе и в Улусах. Как отмечают в целевом фонде будущих поколений, таким образом турниры смогли привлечь спортсменов из районов республики. Отмечу, что на Блице в Нижнем Пестяхе участвовало 100 шахматистов, из которых добрая половина была местные шахматисты из Мегино-Кангаласского района. Всего же главные старты страны насчитали порядка 300 участников. Принять участие в Кубке главы по шахматам значит научиться у лучших. И у наших якутских шахматистов в том числе. На самом первом турнире по шахматной композиции с участием 5 гроссмейстеров наши ребята заняли и 1-е, и 2-е место. На турнире по классическим шахматам здесь участвовал уже 6 гроссмейстеров, еще 2 сильных международных мастера из Новосибирской области и 2 нашим шахматистам, это Владу Жиркову и Артуру Васильеву, удалось занять 8-е и 9-е призовые места в этом турнире. Ну а 1-е место осталось за Дмитрием Кокаревым. Гроссмейстер из Свердловской области уже 2-й раз становится обладателем Кубка главы. Гроссмейстер признается, выиграть такой масштабный турнир с таким сильным составом спортсменов приятно вдвойне. И, разумеется, хочется повторить. Как отметил Дмитрий Кокарев, 3-й визит в Якутию вполне возможен. У меня 2 самых тяжелых партии в турнире были в первых 2 турах. Это с Артуром Васильевым и Арсением Чумаевским. То есть якутские шахматисты показали свою силу. Кубок главы Якутии стал событием, где участники могли закрыть нормативы на более высокие разряды или даже выйти на мастерские звания, что способствовало индивидуальному росту. Всего на сегодняшний день шахматами как видом спорта систематически занимаются порядка 9000 человек по всей республике. Работает множество кружков, а дети уже с детсадовского возраста учатся играть в шахматы. На сегодняшний день в Якутии насчитывается около 10 мастеров ФИДЕ. Шахматы, конечно, это усидчивость, это тренировка, как говорится, мозга. Должен знать, как играет твой соперник, именно какие начала он выбирает, любит, вот, и найти противоядие,
какую-то комбинацию надо найти. Вот. Сейчас в этом плане легче. Сейчас люди, молодые люди выходят с этого соревнования и сразу с телефона разбирают и видят, где они ошиблись, где можно было по-другому сходить. Вот все это у них есть, и они, это, конечно, помогает. И наши-то молодые люди-то, они занимаются в гроссмейстерской школе тоже бурятского гроссмейстера Антона Шамоева. Вот так. Ребята-то есть, они уже взрослых-то шахматистов обыгрывают, они стали кандидатами в мастера, и они близки еще получить звание мастера. Прошедший Кубок главы Якутии стал первым в регионе шахматным соревнованием, объединившим сильнейших представителей данного вида спорта со всей России. Его проведение способствует дальнейшему развитию шахматного мастерства в республике, где число желающих заниматься интеллектуальным видом спорта растет с каждым годом.